с вами начали говорить о курсе философии. И первая тема, которая у нас была заявлена, это понятие мифологии как типа мировоззрения. Вот, продолжая эту тему, напоминаю, что в прошлый раз Дмитрий попытался, по крайней мере, дать определение мифологии и выделить те критерии, те свойства, которые позволяют отличить мифологию от прочих форм сознания. Мы переходим к следующему вопросу, это к феномену науки. У нас несколько нетрадиционное движение в том плане, что это заявленная лекция, нельзя сказать, что четко можно ее провести по классу там, философия науки, там, эпистемология, гносеология или курсы социальной философии, как особенность восприятия научного мышления. Мы как бы так достаточно комплексно попробуем поговорить обо всем, что я перечислила. Мы сегодня в паре с Дмитрием, что в какие-то моменты вы будете включаться и меня подменять. Когда мы говорим «наука», у нас у каждого уже есть какое-то представление об этом. То есть если бы я сказала, что мы сегодня поговорим там, о кукурябах или кракозябрах, у вас мог бы возникнуть вопрос, что это вообще такое. А вот когда мы пользуемся такими понятиями, как философия, наука, мифология, у нас часто возникает иллюзия, что мы об этом что-то знаем. Вот первая часть моей лекции будет посвящена, выступлению скорее, будет посвящена анализу того, а что мы на самом деле знаем по поводу науки. И можно ли считать это знанием. Условно назовем эту часть критика обыденного мышления. Может быть, пафосная, но кантовская позиция. Если бы вот сейчас устроить среди присутствующих опрос, что вы понимаете под наукой, скорее всего, мы бы в разных вариантах услышали, ну, по меньшей мере, две основные позиции. Что наука – это какое-то знание, и здесь мы с вами очень долго бы выясняли, чем это знание отличается от прочих видов знаний. Второй вариант, скорее всего, он бы возник чуть позже, кто-то бы сказал, что наука – это еще какая-то система деятельности по производству этого самого научного знания. Ну и, может быть, кого-то бы в конце осенило, что наука, ну, скорее так, по ассоциациям, что наука – это какие-то люди, скорее всего, в белых халатах, сидят в лаборатории, пытают мышей, и они тоже каким-то образом относятся к науке. Вот это все как-нибудь мы бы вернули в определение, что наука – это социальный институт. Это когда мы говорим о науке, эти три составляющие так или иначе всплывают. И мне кажется, что как бы мы ни выворачивали на определение, эти три составляющие все равно будут использоваться. Итак, наука – это совокупность знаний, полученных определенным специально организованным образом. Наука – это система деятельности по производству этого знания. Наука – это социальный институт. Понятно, что это определение достаточно туманное и расплывчатое. И сегодня мы с вами, я надеюсь, вы посмотрели этот чудный фильм «Загадки истории», да, так, если не сложно, поднимите руку, если что-то смотрели, надо не пересказывать. Почти все видели, то есть сюжет пересказывать не надо. Мы с вами сейчас попробуем на основании этого фильма, веселого, развлекательного, попробуем проанализировать, какие критерии позволят нам отличить вот этот фильм от, так скажем, научного познания. То есть сможем ли мы его классифицировать как научный или отнесем его к квазинауке, там, паранауке, как угодно. То есть вот эти вот критерии научности попробуем ввести. Прежде чем мы к этому перейдем, несколько слов о соотношении мифологии и науки. Далеко не прозрачный вопрос. Но в прошлый раз почему-то не случайно мы начинали с мифологии. Есть очень серьезная проблема для науки, является ли она мировоззрением. В прошлый раз Дима сказал, что с его точки зрения мифологию по целому ряду критерий, науку, простите, можно отнести к типу мировоззрения. Это довольно спорный вопрос, можно по разным основаниям его доказывать. Мы сегодня будем исходить из того, что действительно наука – это еще и определенный тип мировоззрения, но довольно специфический. Вот вторая наша задача будет на сегодня, кроме вот этой критики естественных установок восприятия науки, еще поговорить о науке как типе мировоззрения, соотношении науки и философии. Итак, обращаемся к нашему чудному фильму. Помните там канун, да? Действие происходит в Египте, исследователи, целая группа людей, которые позиционируются как ученые, среди них есть люди, которые обладают, вероятно, определенным научным авторитетом, что подкрепляется их степенями. Они исследуют вопрос, действительно ли древние египтяне могли обладать знанием, позволяющим им устроить колоссальные монументальные сооружения, и выдвигают версию, что нет, не могли, и это на самом деле технологии пришельцев или богов, как они их называют. Я ничего не перепутала, все эти мысли ловили, да? Замечательно.
То есть у нас с вами есть такая проблема. Я рисую очень плохо, поэтому извините. Это пирамида. И у нас есть проблемная ситуация. Строили люди пирамиды, и у нас есть версия сразу. На самом деле пирамиды построили. Когда мы говорим о науке, то мы сразу вспоминаем вот это определение, что это не только система знаний, но и определенный способ получения этого знания. Да? И вот первое, что фиксирует наука, что есть определенная проблема. Но это как вот мы все пометим. Это только начало. В любой науке есть понятие факта. Факт – это определенным образом установленная эмпирическая закономерность. Я сразу буду писать, что наука оперирует фактами. Какие факты вы усмотрели в этом фильме? Что там выдвигается в качестве факта? Ну, скажем, идеально ровно обработанная поверхность. Да, там главное. Идеально обработанная поверхность. Один факт. Еще. Перемещение огромной массы на большой размер. Так, чудесно. Еще. Следы суперсовременных технологий. Следующим фактом... Так, следы обработки. Так, хорошо, еще. Причем там разные есть варианты, да? Следы якобы суперсовременных, следы разных технологий обработки. Так, еще. Я вас не расслышала, к сожалению. Факты пирамиды. Ну вот по этому фильму какие там факты есть. Ну, хорошо, ладно, пусть этого будет достаточно, да? Вот мы могли бы назвать... Просто все остальное, что там указывалось в качестве фактов, все поняли, что это не Да. Отлично. Вот эти факты, которые мы могли бы установить, вот пока вот мы идем, у нас есть проблема. Кто-то построил пирамиду, мы не знаем кто. Отлично. Это пока расхождений не вызывает. Неважно, как мы исследуем. Вот пока мы анализируем с точки зрения проблемы и подбора фактов, самых простых, у нас пока нет расхождений, мы не можем установить, наука это или нет. Но что у нас идет дальше? У нас есть такая штука, как гипотеза. Что собой представляет гипотеза в фильме? Предположение, что... Что это не люди сделали, а сделал кто-то другой. Гениальное, по-моему. Я не может, что золотые другие цивилизации. Верно. То есть мы могли бы сказать, что эти пирамиды были построены не этой цивилизацией. Да? Вот первая версия, которую они выдвигают. Это могли быть там древние цивилизации, пришельцы, это уже все уходит в понятие, иные какие-то там граждане. Чудесно. То есть эта гипотеза может быть сформулирована и в рамках научного мышления. То есть мы можем поставить под сомнение то, что принято как версия, да, как факт, или как факт даже в науке. Но вот дальше у нас пошли расхождения. У нас есть факт, проблема, факт и гипотеза. Пока стандартное движение в рамках науки. Дальше как подкрепляется эта гипотеза. Если мы с вами берем научное знание, здесь мы припоминаем таких гениальных деятелей философии и науки, как, допустим, Поппер, есть два принципа в науке. Принцип верификации и принцип фальсификации. Умные слова, гипотезу можно верифицировать, можно фальсифицировать. Что означает верификация? Ну, это простой перевод. Подкрепление, удостоверение фактами той или иной гипотезы. Там вот классический пример. Мы устанавливаем, произносим фразу «все лебеди белые» и методично исследуем всех птичек на предмет, какого они цвета. Вот мы установили. Ну, отлично, это приняли. Дальше наша гипотеза доказана. Мы проверили всех птичек, установили, что все не белые, подтвердили гипотезу и рано. Вариант с фальсификацией. Экономит мышление. Мы в качестве главного принципа вводим положение, очень важное для науки. Вот этот как раз принцип фальсификации, один из главных критериев, позволяющий отличить науку от ненауки. Мы задаемся вопросом, может ли в принципе данная гипотеза быть проверена и опровергнута, хотя бы теоретически.
Поэтому выражение «Бог существует» не является научным абсолютно. То есть, возможно, он существует, но это не доказывается методами науки. Это гипотеза, которая не поддается фальсификации, даже в относительно далекий промежутке времени. Как доказывается гипотеза фильма, кто помнит? Ну, мы выдвинули версию, это не египтяне. Ну, по аналогии с современными технологиями. То есть, допустим, если вот разрезать границы занимает столько-то времени, нужна такая-то машина для этого, соответственно, и в то время тоже должны быть. Еще. Я подтверждаю эту гипотезу. Все остальные факты, которые я подтверждаю, если они были, мы это не знаем. Да, вот очень-очень важно. Действительно, гипотеза учитывает все факты. То есть, когда мы перебираем науки, у нас нет неправильных данных. Мы перебираем все эти факты и включаем их в теорию. То есть, гипотеза вовсе не обязательно на самом деле доказывает нашу первоначальную версию. Она может оказаться совершенно другой. В фильме, как вы видели, все совершенно гениально. Да? Технологии египтян, чудесно, именно пришельцы. И все абсолютно свидетельствует об этом. Никто не задался вопросом, откуда взялись те камни вообще, которые там валяются. Возможно, они взялись 20 лет назад, кому-то понадобился кусок гранита для строительства дворца, и их там потихоньку эти пирамиды разбирают, нам не мало, везти далеко, проще туда подъехать и выбрать. То есть у нас может быть много гипотез. И вот еще один отличительная черта науки, гипотеза, крайне редко, можно сказать, никогда не бывает единственной. У нас есть несколько гипотез, каждую из которых мы проверяем отдельно. Хорошо. Что является финальной идеей фильмов? То есть доказанное знание, всегда доказанное, да, называется уже теорией. Мы пишем еще одно понятие, которое использует наука. Я себе пишу. По-моему, теории не доходили, они остановились на гипотезе и... Ну да, в этом фильме возможно, просто в дальнейшем, вы знаете, я надеюсь, что это целый сериал, да. Я дальше посмотрел, чтобы понять, что это за явление такое, что это за оно. Они просто переходят и то же самое делают в других местах на Земле. Нет, вот там, когда речь идет о... Теории, они так и не доходили. Они вот остановились где-то, как Паниковского. Нет. Книги, ну, конечно, золотые. Нет, там, когда экспедиция прибывает в Южную Америку и исследует пирамиды Майя, по-моему, не важно, какие там были пирамиды, то они говорят как раз в прошлом мы уже доказали, что это невозможно сделать на том уровне технологий, используем это как доказанное знание и выдвигаем следующую гипотезу. Они просто уже от этой теории перешли к гипотезе более сложного уровня. Ну, то есть, как бы, я прошу прощения, мой тезис был такой, что дальше гипотезы, они не пошли. Или я что-то упустил? Я бы вам возразила, они сформулировали теорию, что это является, все мегалитические конструкции являются делом иных внепланетных цивилизаций и перешли уже к построению следующей просто гипотезы. То есть на теории наука не заканчивается. То есть теория является краеугольным камнем следующих построений. Поэтому теории в дальнейшем выстраиваются в целые комплексы. Теория слова, которое может означать несколько видов знаний. Да? Это частные теории и общенаучные теории. А у меня вопрос к вам, соответственно. Вот, из вашего какого-то опыта следует, что вы пользуетесь особым понятием теории. Да? То есть вот в философии мы очень часто говорим, что гипотеза отличается от теории непроверенностью на факт. Чисто теоретически получается тогда, что они высказали гипотезу, они считают, что они привели факты достаточные для принятия этой гипотезы, эта гипотеза переходит в ранг теории. Когда вы говорите о теории в другом плане, вы, мне кажется, подчеркиваете очень интересную уловку, которую они делают. Они отказываются достаточно явно предъявить все предпосылки теоретические своих построений. Вы считаете, что я именно это и сказал? И я это сказал тогда, когда здесь было написано слово теория, понимаете? Пока гипотеза, все. Да, то есть получается, что теория у них все-таки есть. Просто они ее не показывают, потому что они прекрасно себе представляют, что
то, что они скажут определенно, можно будет легко опровергнуть. Используя какие-то другие сказать, факты. поскольку это пойдет в домысел, да, и у меня такое впечатление, что все дело обстоит гораздо хуже. Они на этот счет даже не думают. Вот со всеми там, со своими докторами физико-математических наук, да, вот. Я думаю, что у них теория совершенно определенная есть, очень четкая в основных положениях каких-то, но они боятся ее говорить. Это нечто похожее на фильм «Фаренгейт 911». Там говорится очень много критики по отношению к господствующим взглядам, но своя теория не представляется. Но сложно представить, что у Мура нет своего понимания, своей теории на этот счет. Или гипотезы, которая, как он считает, подтверждается этими фактами. Другое дело, что он не хочет ее говорить. А по каким причинам? Это большой вопрос. Нет, я с вами полностью согласен. Я именно об этом и говорю, что теории не было. Но поскольку ее не было, в связи с этим я об этом и говорю. А домысливать что-то, что у них там такое, да, ну, пусть они это дело держат у себя в тайне, делают дальше эти фильмы, и кому нравится, пусть их слушают. Но тут есть еще одно интересное основание. Чисто теоретически, конечно, такая конструкция неправильна для ученого. Нельзя не предъявить полностью свои предпосылки. Но в мифологическом сознании, о котором мы говорили в прошлый раз, я не буду говорить в следующий раз, это работает даже очень хорошо. Мне кажется, мне когда пришло в голову, что одна из причин массового распространения марксизма в 19 и 20 веках была недоработанность теории. Когда читаешь Маркса, понимаешь, что многое должен доделывать сам, до того, чтобы это было хорошей теорией. И вот это вот есть какая-то причина к творчеству. Человек, который смотрит этот фильм или «Фаренгейт 911», он начинает сам изобретать вот то, что мы называем теорией в качестве определенности. Да? И то, что он сам начинает этим заниматься, делает его сразу же сторонником. То, что мы делаем, то мы ценим. Да? Я не знаю, насколько у меня будет мешать автору Продолжить. делать доклад, но здесь об этом можно дальше говорить. Почему? Потому что марксизмом было два. Один был... А другой дальше где-то как-то развивался. И вот это вот может быть темой для дальнейшего разговора. Но мне не хочется мешать. Коллеги, вы временно забыли все, что было сказано о марксизме, да, возвращаемся к нашим пришельцам и пирамидам. Возвращаемся к этому понятию теории, ко всему, о чем мы говорили раньше. В данном случае, когда мы оперируем словом «теория», нам легко его действительно утерять. Когда мы говорим о научной теории, я повторюсь вслед за Дмитрием, мы говорим о целом ряде составляющих теории. Это туда входят и предпосылки научного познания, вся система доказательства, вся система фактов, которые мы использовали при проверке гипотезы. И теория всегда обладает предсказательной силой. Вот это еще один очень важный момент, который, я надеюсь, в фильме уже все заметили. То есть вот мы использовали, там, мы посмотрели фильм, он там выстраивает, мимикрирует под науку, и вы сейчас говорите критерии, которые позволяют отличить научное знание от ненаучное. И там, хорошо, я согласна, допустим, можно спорить, там, предоставляют ли они теорию в полном объеме, или они намекают на то, что у них есть теория, способная это объяснить. Но в любом случае, то, что говорят авторы, не обладает никакой предсказательной силой. Да? То есть вернутся пришельцы, научимся мы пользоваться такими технологиями и так далее. Это, то есть, как бы, пафос здесь совершенно критический. Наука врет. Наука в смысле история. Долго и систематически нам лжет. Поскольку вот этот фильм лишь один из очень многих, которые сейчас циркулируют по просторам интернета, там, средств массовой информации, я думаю, все так или иначе слыхали еще два фильма. Это про структурирование воды и про плесень. Тоже очень два распространенных. Они все выстраиваются в один ряд. Там очень сходная риторика. То есть наука лжет. Есть ученые, которые знают правду, причем, заметьте, да, есть ссылка на какого-нибудь ученого, да, вот там был кандидат исторических наук, многое вещавший, то есть люди пришли на заводы, там, попросили экспертов прокомментировать, то есть вот доказательная база, та же самая, как и в нормальной науке, да, и
предоставляют какой-то ряд фактов, по которым они не соглашаются с доминирующей, существующей точкой зрения. Как нам, обладателям наивного мышления, людям, не специалистам в этой области, понять, это наука или не наука? Какие вообще есть маркеры, позволяющие это? Извините, а можно секунду? Да. Еще вот Павел Силкин, я думаю, сюда же нужно отнести. Что? Павел Силкин. Я не специалист. Вы знаете, это очень скользкий вопрос, завязанный на национализм. А национализм это всегда очень скользкий вопрос. Здесь скорее легче сюда отнести фильмы «Дух времени» и «Секрет». Для того, чтобы опровергнуть «Дух времени», достаточно просто посмотреть в любую коллекцию египетской мифологии и посмотреть, что же там за мифы в действительности были, и сопоставить это с тем, что говорится в фильме. Но это обычно никто не делает, факты не проверяются, и, соответственно, это принимается как действительность, и знают ученые. Существует целый ряд параметров, которые позволяют отделить науку от ненауки. Когда я говорю о ненауке, я сюда включаю целый ряд феноменов, таких как паранаука, квазинаука, антинаука и так далее. Они отличаются между собой по отношению к научному знанию. Паранаука – это самый широкий термин, который включает в себя все вот эти виды знаний. Антинаука – это самое честное, пожалуй, знание. Он говорит, что наука изначально построена на неверных принципах, дает нам неправильное представление о мире. И, соответственно, не используют по возможности вот эту научную риторику и всячески позиционируются. Но есть еще целый ряд таких околонаучных феноменов, например, квазинаука. Вот, собственно, вот эти вот фильмы, они квазинауку собой представляют. Когда знание выстраивается на похожих основаниях, как и наука, но результат дает совершенно иной. Так вот, какие эти критерии, позволяющие отличить? В первую очередь, наука отличается от всего ненаучного знания по субъекту и объекту познания. Субъект науки специальным образом подготовленный человек, почему мы могли бы сказать специальным образом в определенной области. Если вы заметили, в этом фильме кандидат исторических наук с уверенностью рассуждает о использовании технологий. Я не уверена, что там на нашем истфаке, допустим, курс обработки поверхностей входит в обязательное обучение, да? Да. А директор фонда, я понимала, что он Сейчас дойдем. То есть вот заметьте, то есть есть специалист, который рассуждает не о своей области. Дальше. Очень много ссылок на авторитеты. Еще один из маркеров – это ссылки на авторитеты и на якобы уже очевидность, то есть на здравый смысл. Ну действительно, если мы сейчас не можем срезать такую ровную поверхность, то как там эти дикие люди 5000 лет назад могли это сделать? То есть здравому смыслу это противоречит. Здравый смысл, как вам в прошлый раз рассказывал Дмитрий, это один из маркеров обыденного сознания с налетом мифологичности. Но об этом тоже чуть позже. Дальше. По субъекту и по объекту и предмету познания. Да? Объект, субъект, предмет. То есть объектом исследования в науке всегда является какая-то очень конкретная область. Я думаю, все в школе, например, астрономия, это наука, которая изучает небо вот в таком вот узком отрезке. В паранауке наука изучает все. Она дает представление такое целостное, масштабное. И вот мы могли бы сказать, что существование паранауки, квазинауки и прочих околонаучных феноменов свидетельствует о том, что наше мировоззрение, опять-таки, в очень серьезной степени мифологичности, критично. Мы туда здорово вплетаем какие-то научные факты. Ну вот в данном случае, да, каждый человек идет на завод, оперирует, там какая-то фрактуальная геометрия, я, если честно, даже понятия не имею, что это такое, но тем не менее, видимо, существует такая область знания. И все вместе, это наслаивается на уже существующую какую-то мифологему. То есть вот этот компот, который сам себя перемешивает, как Дима говорил в прошлый раз, он позволяет уживаться совершенно противоречивым к своим посылкам сегментам знания. И причем выстраивает действительно целостную картину. Не обязательно там связанную, логичную, закономерную, но именно целостную. То есть наука, особенно какие-то молодые ее отрасли, часто дают такое знание достаточно отрывочное. Оно и не претендует на всеобъемлющее, всеохватность.
Знания в паранауке всегда претендуют на построение целостной картины мира. То есть, вот, если вы посмотрели этот фильм, там куча всяких, а если смотрели весь сериал, вы заметите, что там объяснено абсолютно все. От ковчега до второго пришествия. Да? Следующий параметр, который позволяет отличить науку от ненауки, это язык. Наука пользуется специальным языком, в том числе и языком формы. Язык, который используется в паранауке и квазинауке, это язык обыденный. Делается это якобы для того, чтобы простой человек мог понять, чем занимается наука. Но эта простота ничего общего не имеет с тем языком науки, который используется в тех или иных областях, потому что наука оперирует языком абстракций, и эти абстракции, понятно, предметы, которые мы можем мыслить. Да? Можно да, конечно. Здесь просто очень важная штука, для чего вообще в науке используется этот абстрактный специальный язык. На исходе эпохи Возрождения, в начале нового времени, Фрэнсис Бэкон достаточно хорошо показал, что язык, который мы используем, является сферой, в которой реализуются стереотипы общества, которые этот язык порождает. Соответственно, если я говорю о воде, то, соответственно, о воде я могу продуцировать какие угодно мифологемы. Если я говорю про H2O, то будет сомнительно говорить о разумности H2O. Да? И вот в этом фильме мы видели совершенно некритично использованное, например, слово «факт». Да? Мы установили, что это факт. Дальше идет вот факт, что сначала факт. Мы нашли камень со следами обработки. Отлично. Дальше. Этот камень с нашей точки зрения не мог быть обработан древними египтянами. Через 15 минут мы уже установили как факт, что это, потому что нам какой-то дяденька на московском заводе сказал, что это невозможно, это уже факт, все можно доказать. И чем дальше, тем вот этот факт все сильнее и сильнее нагружается какими-то домыслами. И вот некритичное использование этих слов, вот, как Едима говорил, оно усугубляется тем, что язык в паранауке по возможности все равно мимикрирует под научное. То есть используются самые расхожие слова. То есть понятно, что там о фракталах и прочем будут говорить с осторожностью, потому что всегда можно найти специалиста, который тыкнет пальцем и скажет, что вы неверно используете этот специфический термин. Ну, их опять же и знать еще надо. А вот это вот как бы балансирование на грани между обыденным языком с вкраплением научного. Ну, опять же, чтобы задать вот этот вот уровень. И еще один, два параметра, которые позволяют отличить. Это по результату наука действительно дает знания. Во-первых, проверяемое, и здесь особо нужно сказать о роли эксперимента. Почему чаще всего, когда на философии, допустим, рассказывают об истории науки, говорят, что там существует 6 верств возникновения науки, но самое верное и правильное это 16 век, да, появление математически экспериментального естествознания. И на разные лады говорят, эксперимент здесь самое-самое важное. Почему? Просто потому что эксперимент дает возможность удостоверяться, дает возможность воспроизводить условия определенные. Потому что эксперимент дает возможность повторить это знание, независимо от того, какая у меня сегодня была температура, настроение или какой сон мне приснился накануне. Если мы заранее прописали, в каких условиях мы проводим эксперимент, учли эти факторы, хотя бы просто перечислили, то потом, если это будет через, там, не знаю, 30 лет проводить японец где-нибудь, там, в другой части света, он может получить такие же результаты. И вот воспроизводимость результата в науке и то, что этот результат позволяет предсказывать поведение объектов в будущем, вот это тоже относится к важнейшим критериям, отличительным критериям между наукой и ненаучным знанием. Те результаты, которые получали граждане во время исследования этого фильма, вряд ли можно воспроизвести. Ну, то есть там очень много ссылок на специфические условия. То есть нам удалось тихо пробраться там, к этим пирамидам. Мы там сфотографировали и показали какому-то дяденьке. То есть вот заметьте, да, эксперт не выезжал на место, это показали. То есть я не уверена, что можно оценить там структуру металла, точнее этого камня и все прочее, сугубо по фотографии. Ну и соответственно, если показать другому человеку, другому специалисту эти фотографии, мы получим такой же результат.
И о методах. Да, наука обладает своими собственными методами. Они есть там, что называется, общенаучное, там, анализ, дедукция и прочее. И есть как бы специфические методы в каждой науке свои, но это методы, которые четко оговорены и которые являются известными всем членам научного сообщества. Вы не можете достать вдруг новый метод из кармана, получить по нему какое-то новое знание и сказать, что все теперь отлично. То есть этот метод должен пройти тоже свою проверку. Те методы, которые использовали граждане в фильме, в основном нам даже не являются известными. Да? То есть мы получаем только факты. Мы вот посмотрели, что эта плоскость не такая, зубилом мы не смогли бы получить такую плоскость, поэтому нам какой-то дяденька сказал, что вот какую-то там фрезуя неизвестно. Это, наверное, может. Причем нам не показали даже, как это обрабатывается там, этой новой фрезой и прочее. Что сказать по критериям? Ну, я, пожалуй, еще присовокупил несколько. Во-первых, что касается инновативности науки, но инновативность является специфической характеристикой европейской науки. Так же, как и европейского искусства. В европейском искусстве художником является тот, кто изображает такое видение действительности, которое не делал никто прежде. Соответственно, и в науке считается настоящим ученым тот, кто нашел что-то, что не нашел никто до него. Очень важная штука – это оригинальность в науке. Ну, соответственно, самое большое нарушение оригинальности – это плагиат. В науке, пожалуй, это одна из самых страшных грехов, которые можно найти. Науку часто характеризуют как рациональность, и это связано с самим возникновением понятия науки, поскольку нас спрашивали о понятии эпистемы, собственно, обозначение науки. Латинского сциенция, греческого эпистема, у нас с вами наука. Что имелось в виду? Имелось в виду, во-первых, знание истинное в отличие от мнения, то есть докса и эпистема отличаются друг от друга чрезвычайно сильно. Мнение – это то, что формируется на основе непосредственных чувств. Например, если я приезжаю, залажу на пирамиду и чувствую какое-то там присутствие, и из этого мне приходит в голову, что, наверное, там есть какие-то духи, это мнение. Мне кажется, что я вижу, что солнце встает и заходит, это мне опять же кажется. На этом основывается, собственно, мнение. Знание подразумевает апелляцию к математике. Не зря над входом в Платоновскую академию было написано «ни геометр это не войдет», и не зря Кант говорил в любой науке столько истины, сколько в ней есть математики. Это такая очень тонкая тема, еще в связи с сложностью определения математики как науки, но, может быть, мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Ну, еще есть часто воспроизводимое определение, завязанное на науку, это рациональность. Да? Вот, рациональность подразумевается, что в принципе наука есть установление определенного порядка. Я читал накануне этой лекции Макса Вебера, он вообще считает, что ученый сильно отличается от верующего как раз тем, что он не понимает чудеса. Весь мир — это устроенный порядок. Вот о чем нам говорит этот порядок, это другой вопрос. Он может говорить нам об отсутствии Бога или о наличии Бога. Здесь уже ваши религиозные представления. Но рациональность здесь есть. Вот. Спасибо. Тема как раз, да, я сама хотела сказать о том, что еще такими, не то чтобы критериями, но внутренними регуляторами науки являются два запрета. То, что, о чем сказал Дима, это запрет на плагиат и запрет на повтор. Это вот как раз то самое, что связано с требованием, программным требованием науки европейской производить новое знание. И вот в этом фильме однозначно нарушается, по крайней мере, первое положение, это запрет на повтор. Мы с вами нигде
не услышали о том, что эти исследования там проводились. Мы опираемся на того-то и того-то. Хотя очевидно, что пирамиды наверняка уже изучались. Да? И даже когда звучит там, мы не согласны с официальной наукой, понять, а с чем именно в официальной науке они не согласны, просто совершенно невозможно. И тем самым нарушается очень серьезное требование не воспроизводить уже известное. То есть вот этих людей бы однозначно забанили в науке хотя бы за то, что они там действительно не сослались на 50 человек, не потому что это воспроизведение авторитетного мнения, а для того, чтобы показать, какие исследования уже были проведены, а в каких мы еще нуждаемся. Ну и переходя к теме рациональности и соотношения науки, мифологии и философии, второго блока, о котором бы мне хотелось поговорить, мы с вами вспомним установки мифологического мышления на синкретизм, да, и попробуем разобраться, а наука, в общем-то, как является ли типом мировоззрения? Вот, Дима, ты в прошлый раз говорил, что с твоей точки зрения является, и если не сложно, воспроизведи свои аргументы. Мне стоит воспроизвести аргументы, или просто стоит воспроизвести науки такого развития? Аргументы для начала. Речь вот еще о чем я говорил. Дело в том, что мы не можем говорить фактически о любом типе информации, производимом человеком, как не о представляющем определенный тип мировоззрения. В этом смысле я все-таки, наверное, уйду от того, что я говорил непосредственно в прошлый раз, и попробую свое видение о мировоззренческой сущности науки сказать. Сама наука, она направлена на выявление того типа знания, который его истинное знание. Да? И в этом смысле она, давайте я напомню вам очень интересное рассуждение Бекона, кто-то его помнит, кто-то не помнит, я его отчасти сегодня воспроизводил, но как это работает, просто если я хочу добиться истины, я должен преодолеть ряд препятствий. И первое препятствие, источник заблуждений, это моя собственная субъективность, моя индивидуальность. У меня есть образование какое-то, и у меня воспитанный определенный тип видения мира. И я склонен представлять, что я этот мир вижу лучше остальных. И каждый, даже не взрослый, думает, что он видит этот мир лучше, чем остальные. Это первая штука, которую нужно преодолеть на пути фактической науки. Вторая – это авторитет. Я здесь воспроизвожу не так, как обычно это воспроизводится, не в той последовательности, но тем не менее. Это поклонение мне самому. Я поклоняюсь себе. Здесь я поклоняюсь другому. Вот когда, собственно, мы посмотрим на фильм, в котором приводится свидетельство авторитета в качестве действительно аргумента, мы сразу вспоминаем, что это запрещенный аргумент в науке, в логике, которая является, в общем-то, основой науки. И мы должны это тоже преодолеть. То есть вот фактически здесь я преодолеваю свое индивидуальное мировоззрение, а здесь я преодолеваю, пытаюсь преодолеть, по крайней мере, мировоззрение других людей. Но дальше у меня есть третья штука, это мировоззрение групп или общества. Ну, я название бэконовские напишу, это у нас идол пещеры, это у нас идол театра. Идол, потому что мы поклоняемся самим себе, своей пещере, в которой мы сидим, поклоняемся авторитету, который перед нами, как я сейчас, что-то вещает, вы не верите, по-настоящему не следовало бы так ученому. Общество. Я поклоняюсь тому коллективу, с которым я говорю на одном языке. Он задает стереотипы моего видения, но они меня тоже не приближают к истине, а отдаляют от истины. Здесь фактически речь идет о мировоззрении коллективов, это чтобы не было площади. И, наконец, идолы рода, человеческого рода, но они так и называются.
видовой род, я должен преодолеть особенности видения человека. Я должен преодолеть представление о том, что люди видят мир правильнее, истиннее, и тогда только я выйду к настоящей науке, к настоящей истине. Понятное дело, что в реальности вот выхода из всех вот этих вот тисков к истине так, в общем-то, и не состоялось. Мы употребляем странное понятие в науке, то есть понятие атома, самое яркое пример. Атом — это неделимое с греческого переводится, и мы сейчас говорим о делении атома. Да? То есть для грека то, что мы говорим, не имело бы смысла. Деление неделимого. Такого рода примеров много, это примеры, завязанные, конечно же, на язык, о котором мы говорим. Мы все время не можем выбраться. Чисто теоретически наука, она есть что-то вроде божественного знания. Вот для людей из средних веков или для Ньютона это было очевидно, и наука поэтому была глубоко религиозным занятием. Все труды Ньютона, они так или иначе завязаны на религиозную проблематику. Он искал Бога. И это традиция, которая заложена была еще Аверроесом в средние века. Концепция двух путей к истине, которая у нас называется достаточно неудачно, концепция двойственной истины. Ну, вот Аверроеса это было лучше. Речь идет о знании абсолютном. И это знание абсолютное находится абсолютно пока далеко от нас. Мы находимся где-то здесь, и, соответственно, пока мы находимся здесь, а не здесь, у нас наука все еще представляет собой наше мировоззрение. Тех или иных. Когда вы сейчас говорили о атоме, то вы говорили очень важное определение атома слова. Атом — это неделимая частица вещества. Потому что сейчас вы, если сейчас вы рассказываете, что это атом, это был яркий пример псевдонорм. Человек, который... Смотрите, атом переводится не как неделимая частичка вещества, а как неделимая. Атом — это понятие, которое с Древней Греции использовалось для квалификации предела деления вещества. Его в качестве такового использовали в определенной стадии развития науки. Потом оказалось, что оно делимо. Такого рода примеров огромное количество. У нас есть моя любимая теория Большого взрыва, которая, в принципе, совершенно уникальная теория, которая показывает, насколько, когда человек отказывается от индивидуального авторитета общества и рода, то он вообще не может себе представить, что там получается. Потому что в реальности теория Большого взрыва или теория струн говорит что-то такое, что мы рассчитать можем, а понять нет. Мы для того, чтобы понять, изобретаем метафоры, которые абсолютно некорректны в ситуации. Но мы по-другому не можем представить себе. Это наша модель представления. Приблизительно то же самое, но в меньшей мере с квантовой механикой. Да? Там мы кое-что можем так представить. Да? Много чего. Ну, как раз Дима хорошо вышел для последнего примера, это как раз то основание, которое лично мне не позволяет говорить о науке как о типе мировоззрения. Во-первых, всегда стоит вопрос, а кто его носитель. То есть, если мы говорим о мировоззрении там, общества, да, не индивидуально, то кто носитель этого мировоззрения, во-первых. А во-вторых, наука является в каком случае там, высоким непревосходимым идеалом, там, идеальным мировоззрением. Но если мы возьмем реальное функционирование науки, то мы заметим, что, вот как ты сам же говоришь, мы это не можем до конца представить, и мы дополняем метафоры. Вот те лакуны, которые у нас есть, мы дополняем, ну, кому как получится. Кто там мифологии исплетает, ну, там, есть такой пример из газеты, когда запускали новую электростанцию, журналист написал: итог медленно потек по проводам. То есть это совершеннейший бред с точки зрения физики, но вот у человека ассоциация электричества с волной, да, вот с водой, она как бы имеет место быть. У кого-то религиозно дополняется, ну, вот такой странный синкретизм. И еще один фактор, который заставляет меня все-таки отделять науку от мировоззрения, это
специфические фигуры самих ученых. Очень многие из них это Ньютона или того же Эйнштейна. Я верю, и мое мировоззрение говорит о том, что Эйнштейн верующий человек, Бог не играет в кости, Бог существует. Но, будучи ученым, я не могу это доказать. Ну вы же говорили в прошлый раз, что могут эти типы мировоззрения комбинироваться, и в разных ситуациях разные. И мы люди, да, у нас всегда они будут комбинироваться, да. И я с Эйнштейном не согласен, там как разные источники информации по-разному говорят о Эйнштейне, о религиозных взглядах. Но давайте я приведу еще один пример, как работает вот это. Теория эволюции является теорией, наукой. Вопрос о статусе теории. Но их много теорий эволюции. Какую вы имеете в виду? Дарвинистскую, которая развивается в качестве мейнстрима сейчас. Ну, сейчас она не совсем техническая и даже наука. Да. Смотрите, несмотря на то, что к ней много критики, в базовых своих положениях ее никто не опроверг. А почему вы считаете, что в качестве науки нужно принять ту теорию, которую до сих пор никто не опроверг? Ведь чисто теоретически всегда могут прийти верующие, которые могут сказать, а по-настоящему теология это наука, потому что факт наличия или отсутствия Бога проверяем. Просто не нашелся никто, кто бы его проверил. Например, бы вышел в сверхъестественную небесную сферу и увидел, что Бога там нет. Ну, понимаете, в данном случае мы можем воспроизвести результаты. То есть мы можем поставить опыт конкретно по эволюции. А скажем, бактерии, да, развитие бактерий. То есть у нас есть геном, грубо говоря, который мы вычислили, бактерии, которая жила 500 миллионов лет назад. Мы ее... Вы считаете, что мы действительно воспроизводим этот опыт? Давайте я вам пример приведу, чтобы времени не терять. В логике есть условно категорическое рассуждение. Оно имеет такой вид. Если я знаю, что если P, то Q, если я знаю, что P, то я делаю вывод какой? Теперь я представил, что знаю, что не P. А что за стрелочки имеете в виду? Если P, то Q. Если у нас есть одно соотношение, то у нас не равно, а следует. Если P, то Q. Вот у нас есть, если P, то Q, и у нас есть отрицание. В этом случае мы знаем, что не P. Да? Логично. Когда у меня болит голова, я принимаю таблетки. Я не принимаю таблетки, следовательно, у меня не болит голова. Традиционный логический пример. Вот эта вот штука называется правильный модус. Вот эта вот штука называется неправильный модус. Почему? Сейчас, секунду. Если вы не принимаете таблетки, совсем не значит, что у вас не болит голова. Вы не можете читать силлогизм с другого конца. Стоп. Сейчас, секундочку. Почему это правильно? Потому что если я постулировал, что всегда, когда у меня болит голова, я пью таблетки, то тогда у меня нет вариантов. Я не пью таблетки, у меня не болит голова. Вот эта вот штука работает действительно не всегда. Потому что Q может следовать из ряда других параметров. Понятно, да? Я могу пить таблетки не потому, что у меня болит голова, а потому что я не хочу забеременеть, или потому что мне нравятся наркотики и так далее. Да? Соответственно, если у меня не болит голова, то это не значит, что я не пью таблетки. Вот эта вот штука неправильный модус. Его использовать как бы нельзя. Соответственно, и из P, следовательно, Q, из Q однозначного вывода о P сделать тоже нельзя. Потому что это самое Q может следовать из чего-то другого. А теперь посмотрим, что подтверждают эксперименты по теории эволюции. У нас есть теория, гипотеза, по-настоящему это гипотеза, которая утверждает, что в процессе самоорганизации, борьбы за существование естественного отбора, приспособления к окружающей среде, произошла
самоорганизация видов без внешнего воздействия. Естественный отбор. И дальше. Без воздействия. Да, но не среда же является Богом в данном случае. Да? Речь идет о самоорганизации все равно. Нет, но есть нейтральная теория эволюции. Есть еще нейтральная теория эволюции. Я имею в виду, какая сила направляет. В теории эволюции есть понятие о том, что природа самоорганизуется. Фактически речь идет о теории самоорганизации природы в определенных условиях. А дальше мы считаем, что мы ее подтверждаем, когда мы проводим искусственную селекцию. Если вы, например, теолог, то вы скажете, что этот факт, то, что вы можете вывести новый вид грибков в лаборатории, подтверждает не теорию естественной эволюции, а теорию искусственной эволюции. Того, что Бог создал все. Так в том-то и дело. Поэтому его результат, который был когда-то, позволяем ему эволюционировать и наблюдаем, что он эволюционировал в то же, что и сейчас существует на самом деле. Что значит позволяем? Мы делаем лабораторную теорию. Нет, мы делаем, но мы стараемся максимально искусственно воздействовать. Значит, нет, но мы стараемся естественно, максимально к естественным условиям. В этом и задача. В любом случае, искусственные условия есть искусственные условия. Но ладно, даже конечно, не будем даже на этом заморачиваться. Просто я скажу так, что если я провожу эксперимент по эволюции, по трансформации какого-то объекта, грибков, вирусов и мушек дрозофилов, я тем самым подтверждаю в равной степени как теорию эволюции, так и теорию сотворения по-настоящему. И одна, и другая не являются теориями в этом смысле, а являются гипотезами. А мы с вами принимаем это в качестве теории. Не стоит забывать, что на самом деле отношение к эксперименту, роль эксперимента в теории гораздо сложнее, чем мы с вами пытались на пальцах объяснить, что он там вводится как составная часть известного знания, поэтому теория это не всегда то, что мы выдвинули гипотезу, тут же проверили, получили результат. Почему, когда вы говорите, что там экспериментировали над мухами, да, а мы в равной степени подтверждаем, в том числе и креационистскую теорию. Вот каким образом? Смотрите, во-первых, у нас, если Господь Бог, например, то есть не например, а в соответствии с религией Писания, создавал постепенно весь мир, а он создавал его постепенно, кто там сказал, 6 дней, да, то мы должны предположить, что он в эти 6 дней, которые мы понимаем как дни, а они могут быть по-разному интерпретируемы, мог направлять трансформацию видов. Я уточню. Чисто теоретически такая ситуация возможна. В том-то и дело. В рамках научной картины мира, в рамках тех самых критериев научного познания, о которых вы говорили, необходимы там субъект, объект, все такое, вы же не можете ткнуть в Бога и сказать: о, если я сделал так же, то вот этот Бог, который стоит рядышком, сделал так же. Поскольку вы в него не можете ткнуть, то как вы можете утверждать, что это подтверждается теорией? Я хочу сказать лишь, что факты, просто сейчас есть у нас культ науки, это обосновано тем, что наука является доминирующим типом мировоззрения 17 века. И многие вещи, которые мы принимаем как безусловно обоснованные, они являются принимаемыми на веру. У нас есть определенная такая мировоззренческая склонность. Нам нужно как-то представлять, откуда взялся мир. Вот вам другой пример. Теория Большого Взрыва – это не теория происхождения Вселенной. Любой серьезный ученый об этом говорит. Потому что существует определенный порог, за который мы заглядывать не можем в развитии Вселенной. Не совсем так. Теория Большого Взрыва – это теория развития Вселенной, а не происхождения Вселенной. А происхождение... Это теория развития Вселенной, но заглядывать мы можем. Просто физика заканчивает свое описание к определенному моменту, когда эти, собственно, законы... Да, но заглядываем мы, соответственно, выходим за пределы науки. Ну, мы выдвигаем гипотезу в данном случае. То есть теория, она становится с определенного момента. Просто, не вот, перестает быть вы научным знанием. Вы сейчас выдвигаете некие тезисы, но при этом постоянно как-то плаваете в рамках, которые вы задаете. Вначале вы говорите: я рассуждаю с теорией науки,
рассуждать, потом говорить, а это, в общем, одновременно подтверждает Бог, и на самом деле ничего не подтверждает. При этом вы говорите про это. Я сказал, что в равном деле. Смотрите, когда мы находим череп австралопитека, это подтверждает что австралопитек существовал. Да? Да. Но это ничего не говорит о том, сам ли эволюционировал австралопитек в человека, или это был искусственный процесс, направлявшийся извне. Предположим, что мы говорим не о Боге, а об инопланетянах тех же самых. Вполне вероятно, что этот процесс проходил направляемый инопланетянами. Нам ничего не говорит за то, что это были инопланетяне. Но что нам говорит за то, что это был самонаправляемый процесс? Кроме нашей веры. Так огромное количество фактов и научный метод. Какие факты? Скажите мне. Вот нет, подождите, а что вы имеете в виду под самонаправляемый процесс? Ну да, вот понимаете, сейчас смотрите, ваше рассуждение про вашу фразу, например, почему мы не можем сказать, что это были инопланетяне, Бог там или там все остальное, они же идут уже не из научного метода. Это некие фантазии, да, которые не подтверждены. Это гипотезы, да. Я их не критикую, но я говорю о том, что вы начинаете путать научный метод совсем. Меня, да, что? Кто сказал, что Бог это не науки? Это, во-первых. Во-вторых, есть очень, да, я вспомнил один из моих любимых случаев, когда Павлов ехал в Санкт-Петербурге после революции мимо церкви и перекрестился. И какой-то матрос, глядя на это, сказал: темнота. Я не хочу сказать, что религия и наука это одно и то же, даже не хочу сказать, что они сплетаются. Я хочу сказать, что в известной и очень большой мере наша наука есть результат веры, рациональной веры. Мы верим в то, что... Естественно, без веры в науке никуда. Ты же не можешь воспроизвести все эксперименты, которые ты читаешь. Но, возвращаясь к тому, что вы говорили, я бы хотел услышать, вот какие эксперименты или какие факты подтверждают именно самоорганизацию в ходе эволюции. Я вам могу привести пример еще раз. Вот у нас есть геном, грубо говоря, бактерий, которая 500 миллионов лет. Мы ее помещаем в условия, которые меняются, да, в соответствии с тем, как они менялись в исторической перспективе. И ускоряем ее эволюцию таким образом, что мы через 20 лет, скажем, можем получить такой же результат, как был там, который за 500 миллионов лет. Да, и мы наблюдаем, что она функционировала позже, что у нас сейчас есть. И в результате мы все равно не можем дистанцироваться от эффекта наблюдателя или принципа наблюдателя. И говоря более серьезно, даже не от наблюдателя, а в данном случае от экспериментатора. Мы искусственно создаем условия, которые, на наш взгляд, существовали тогда, и мы ускоряем этот процесс. Нет, мы ускоряем его не просто так, мы же знаем, допустим, скорость мутации в зависимости от физических факторов, поэтому мы изменяем их, и она абсолютно Хорошо. известная зависимость. Меня интересует очень конкретная штука. Почему вы считаете, что данный эксперимент опровергает теорию искусственной селекции? Нет, потому что нет никаких доказательств искусственной селекции. А вот это дальше интересно. А почему вы принимаете теорию, которую вы не можете до конца обосновать, но при этом отвергаете другую теорию, которую кто-то должен обосновать? Если бы на нашем месте сидел антрополог или там молекулярный биолог, то он с фактами в руках вам бы доказал там, на основе там, строения, там, и наследования, и всяких вещей, что это вполне обоснованная научная гипотеза. Сейчас, подождите. И в свою очередь он бы спросил, а какие у вас есть основания полагать? Вот вы говорите, почему мы не можем положить у нас тоже осталось 10 минут там, буквально на давайте после пока. Да, выносим. Второе, вот, материал, который вам был предложен для изучения, это текст Фейерабента, очень известный методолог на позициях методологического анархизма, и вы обратили, надеюсь, внимание на то, что он там долго, не очень последовательно, очень провокативно развивает одну мысль. Наука – это один из возможных способов мышления. И что на самом деле это вопрос идеологии. Что наука – это правильно
метод каким-то. То есть государство финансирует науку, делает науку, так сказать, придворным таким институтом, мы изучаем в школе науку как единственно возможное продолжение того, что говорил Дима. Да? Что на самом деле существует куча всяких других способов достижения истины. Нет, ну, вот на самом деле он говорит это, и он говорит, что наука смешана с идеологией. И в то же время он приводит критерии науки, какой она должна быть. То есть, если, конечно, эти критерии не принимаются, не исследовать, тогда это будет смешано с идеологией. Да. На самом деле есть проблемы в науке в настоящее время, которые нужно решать. Но это же не значит, что в идеале она не может обеспечить. Я с вами полностью соглашусь, и в этом тексте, на самом деле, если внимательно его прочитать, там очень много логических ошибок. Начиная с определения науки, заканчивая выстраиванием его аргументации, впрочем, там есть очень хорошая идея. Во-первых, о том, что действительно ли научный способ мышления является безальтернативным. Вот Дима тут упоминал тип рациональности, да, и рациональность, на которой основана сама наша цивилизация. Действительно ли только наука способна дать истину, а там как раз Дима и рисовал, что следуя научным путем, мы достигаем истины. И только наука, единственная в чистом виде, способна привести к истине. Это очень спорный вопрос. И все, о чем мы сегодня говорим, вовсе не означает, что наука имеет четкий ответ на этот вопрос, и что мы согласны с этим ответом. И вторая проблема, которую он там поднимает, это то, что в англоязычной литературе называется public understanding of science, общественное понимание науки. То есть, что мы, вот очень симптоматичный, кстати говоря, разговор сейчас был, да, то есть, там, Дмитрий, я так понимаю, не владею на самом деле необходимой подготовкой для рассуждений синтетической теории эволюции. Уверена, что большинство тоже не на таком уровне это знает, но мы ведем беседу и боремся как раз за знание об истинном знании с разными там позициями, да. Вот это общественное понимание науки, для чего оно вообще необходимо. И вот то, наверное, самое интересное, как вот эти вот мифологемы науки, не наука как таковая, а представление о науке входят в нашу обыденную жизнь. Во-первых, это всевозможная мифологизация фигур ученых. Я думаю, что если у каждого спросить, кто помнит буквенное числовое выражение закона Архимеда, попросить написать. Если в аудитории найдется там 2 человека, да, саму формулу, естественно, это будет прекрасно. 50% аудитории вспомнит, что это такое, то есть сам закон воспроизведут. Но что он крикнул слово «эврик» и вылетел из ванны, вспомнит практически каждый. Яблоко Ньютона и прочее. Вот все эти мифологемы закрепляются в нашем сознании. Как это происходит и почему? Почему именно мифологемы в конечном счете начинают работать как основа для аргументации? И действительно, мы чаще всего используем, вот как Дима правильно уже говорил, на мой взгляд, правильно, используем доверительное отношение к науке. 50 по одному, то есть, не знаю, львиная доля аудитории не вспомнит, как вообще можно доказать, что Земля круглая. Но мы все используем это как факт. И вот этих вот фактов в нашем мышлении очень-очень много. Почему, собственно, начиналось с критериев научности? Что чем дальше мы вот от памяти там, школьной программы, да, тем все сильнее и сильнее отличились. И почему так происходит? Вот я сегодня, когда рассуждала об этом, я выдвигаю предположение, даже не гипотеза, но у меня есть такое предположение, что это происходит в связи со снижением роли эксперимента. Вспомните школьную программу. Там очень много описывается, но мы слишком мало это воспроизводим. То есть мы принимаем это как, мы доверяем этому знанию, доверяем, что это так. Другой причиной, которая мне в этом видится, это сама установка сциентизма. То есть наука это то, что изначально правильно и хорошо. Поэтому мало кто рвется воспроизводить вот эти установки и этот опыт. Те мифологемы, которые у нас уже в нашем сознании, они порождают зачастую феномен отрицания науки и научных знаний. Сейчас уже целая волна прокатилась, вот, начиная, наверное, все-таки Соединенных Штатов, возможно, где-то под влиянием Поппера, да, Феррабита, простите, которого мы читали, что наука это не единственная возможный способ достижения истины. Есть альтернативные пути, и что нужно обучать разным способам мышления. Да? Но как это делается? Сама вот посылка, то есть мы это должны преподавать и подавать
уже как бы научную дисциплину. Да? Вот если представить, как Герапер это подает, магия как учебная дисциплина. То есть мы снова помещаем вот эти все феномены, там, магия, алхимия, что угодно, уже как бы сциентистский проект. Ну, то есть проект как научный. То есть мы ему как бы извне навязываем те же критерии истины, которым мы привыкли доверять, и их и используем. В результате у нас получается классическое определение квазинауки. Что касается этого фильма, я бы еще закончил, опять же, реляцию героев того, как у меня случился опять опыт, о котором я могу рассказать. Я как только этот фильм вышел, я его смотрел, и как-то действительно поверил в это все. Ну и получилось, что я поехал после этого в Египет, и в течение около 2 недель я в центре Египта искал все эти следы. Могу сказать, что я одного не нашел, но зато нашел достаточно богатое количество следов того, что делали это люди. Одно посещение каменоломни развеяло все иллюзии. Но вот дальше я, когда приехал, я вдруг сообразил очень интересную штуку, что да, я в данном случае проверил фильм и понял, что этот фильм был по-настоящему совсем уж не о помощи, о чем-то. Но я сообразил, что я же, поскольку я по базовому образованию художник, с детства знал опровержение, которое мне просто не пришло в голову. Это опровержение связано непосредственно с историей строительства пирамид. В фильме говорится о великих пирамидах, так как будто больше пирамид не было. В Египте огромное количество пирамид, есть история их создания, и от ступенчатых пирамид переход к традиционной вот этой вот структуре, это был длительный переход, но, правда, совершил один человек окончательный переход, это Снофу. И в данном случае вы видите результаты фактически его деятельности. Вначале он взял чужую недостроенную пирамиду ступенчатую, попробовал ее достроить, но не получилось. Затем он построил ломаную южную пирамиду, в котором над мостами он попробовал шатер надставить, и только потом он пришел к традиционной пирамиде. То есть оказывается, что такого рода фильмы, они не только подают какие-то факты в очень специфической интерпретации, они очень часто просто срезают огромное количество фактологического материала для того, чтобы все казалось убедительным. Не совсем, Дима, я соглашусь по фильму, не то, что я защищаю создателя, но там вот как раз пример очень классно ложится. Они там долго упорно говорят, что в Египте в определенный момент был совершен скачок в технологии. И показывают маленькие пирамиды возле Великой пирамиды в Гизе, есть там какие-то из булыжников пирамидки, показывают, что да, в Египте тьма пирамид, но почему-то в один момент египтяне бабах научились строить совершенно по-другому. Ну и показывают, что вот они не умели, а потом в один прекрасный день проснулись и сразу заумели. Там было в фильме по-другому. Там в фильме было наоборот, что а потом самые древние пирамиды, они самые... Там есть несколько версий, что вот сначала не умели, потом резко научились, потом вводится, а потом снова разучились. То есть почему египтяне утратили технологии, а потом идет еще поверх этого еще одна версия, что на самом деле мы неправильно датируем. Что эти пирамиды самые древние, знания утеряно, а потом вот строят уже что попало. И вот это, к чему мне этот пример приглянулся, есть две версии, как развивается наука. Кумулятивный путь и антикумулятивный. В переводе на простой нормальный язык это первая версия. Наука развивается подобно тому, как строится муравейник. То есть каждый ученый с древних времен и по наш день что-то новое открывает, и все вот в копилку научных знаний что-то там тянут. И вот постепенно мы накапливаем знания. Вторая точка зрения, в этом смысле действительно очень странно выглядело, что египтяне, они открыли, это знание должно было расползтись по всему миру, и наконец-таки, то есть этой технологии должны были овладеть все. Здесь можно, конечно, долго упорно рассуждать о том, что система передачи знаний в древних цивилизациях вовсе не предполагала распространение технологий всем желающим, что сакральный, на самом деле, процесс. Но есть еще второй момент. Знание, есть другая теория развития науки, что наука каждый раз с новой научной революцией, она переписывает все предыдущее знание. И что действительно, ученые, по выражению Куна, однажды просыпаются с новым знанием. То есть вчера мы думали
так, сегодня мы думаем по-другому. Теория разрыва. Что еще там 200 лет назад объяснять, что знают, что там пространство и время относительно, это было бы практически то же самое, что рассказывать, вот, что среди нас ходят инопланетяне. То есть один способ мышления. А затем, после очередной научной революции, когда эта идея не только затрагивает, но и идет в массы, мы начинаем думать совсем по-другому называть те же самые объекты. Или вкладывать в старое понятие прежний смысл. И здесь мы могли бы сказать, что египтяне в данном случае, как бы действительно открыв что-то новое, изобретя новую технологию, действительно сразу перешли на новый этап развития. Да? Вот эта теория антикумулятивизма это очень нормально объясняла. Даже нет нужды вот в этих там мелких пирамидах и в прочем. То есть есть два периода по пункту развития науки. То есть нормальная наука, когда у нас есть как бы четкое видение мира, и есть определенные лакуны незаполненные. Мы в принципе знаем, что там искать. Но мы как бы постепенно добавляем новые знания, и эти вот как бы поля просто делаем знакомыми для себя. А вот в те моменты, когда наша парадигма перестает интерпретировать мир, нам надо что-то другое, она ломается. И вот тогда мы заново собираем эти объекты и видим в них уже что-то другое. Вот такой самый для меня расхожий пример. В учебнике по географии и прочим сказано, что с останков человека старше 10 тысяч лет на территории обеих Америк найти невозможно. И объясняет, что заселение шло определенным образом, и в связи с тем, что Берингового пролива до определенного момента не существовало, люди туда попасть никак не могли. Есть такая книжка «Запрещенная археология», она тоже так на грани науки и религии балансирует, хотя очень многие примеры там неплохо прописаны. Там идет чуть ли не список находок, которые датируются куда более ранним сроком. И вот это хороший пример того, как работает на самом деле парадигма. Все, что не соответствует этой парадигме до поры до времени, может отметаться. Но если мы получаем одни и те же факты, вот ровненько по одному и тому же вопросу, вот, как бы мы находим в одном и том же регионе определенное количество останков, которые датируются гораздо более ранним сроком. Наука до определенного момента может эти знания отбрасывать. Почему? Потому что мы можем сказать, что люди туда могли приходить не массово мигрируя и заселяя, а просто приплывая, пригнало труп со стороны Австралии, и все. А тут такие были течения, что они вот сюда, к этому месту и прибивались. Но если мы получаем много разных знаний, из противоречащих фактов в этой парадигме, из самых разных сфер, то парадигма может действительно не выдержать этого напора и сломаться. Потому что парадигма это лишь способ мышления, это не есть истина в последней инстанции, здесь меняется. Это схема мышления. Схема мышления, замечательно. И тогда мы перекомбинируем эти факты. И тогда у нас действительно как будто открывается новое зрение. И вот эти вот разрывы в истории, они во многом, скорее всего, этим и определяются. Дима, у нас 3 минуты, вам есть что сказать? Да. У меня слишком много есть чего сказать, поэтому я... У меня комментарий. Может быть, вопрос? По форме изложения. То есть вначале мы разложили науку как, на несколько пониманий, как знание, способ получения знаний, общественный институт, и потом в конце еще было добавлено общественное восприятие науки. Правильно я понял? Или еще куда-то? Вы знаете, я думаю, что не стоит путать с тем, как она общественно воспринимается. Не важно. Главное, что науку разложили как множество фокусов восприятия науки. А потом всю лекцию оперировали каким-то словом наука, не вводя контекста. Наука то, наука это. А ведь во многом там наука как общественный институт, она работает по-другому, чем наука как какая-то идеальная абстракция. То есть там есть авторитеты, да, которые, собственно, поддерживают определенные теории, парадигмы, есть, я не знаю, способы разного получения знаний. И вы часто использовали наука то, наука это. И мне, допустим, было очень сложно воспринимать, то есть, что вы имеете под наукой в конкретный момент. Вообще говоря, наука определяется как форма познавательной деятельности, специфичная рядом характеристик, которые мы выявляли, основной из которых является объективность. Объективность – это не очень хорошее слово, особенно в наше время. Оно в нашей культуре сейчас заменяется ориентацией на факты. Если система познавательная ориентирована на установление фактов таким образом,
что при противоречии фактов, теория отвергается, то такая система познавательной деятельности может квалифицироваться как наука. Это одно из определений. Можно говорить о системности, можно о целенаправленности, о рациональности, о других. Но факт в науке является главной составляющей. Ученый, серьезный ученый не может сказать так, как когда-то сказал Тилин. Если моя теория не согласуется с фактом, то тем хуже для фактов. Да? В науке всегда будет тем хуже для теории. Еще вопрос. Вот тут говорится о том, что наука срочно с правительством, то есть если церковь была отделена от правительства давно уже, мифологии тем более, то наука, она поддерживается, что ли, правительством, спонсируется и так далее. Но тогда вопрос, с какой целью производятся фильмы про плесень и так далее, они показываются на центральном телевидении, то есть с массами, общественными. Потому что есть куча организаций, которые околонаучные, которые тоже хотят финансировать. Это один из самых простых ответов. Есть, например, Российская академия... Разве они не понимают, что то, что они делают, это не соответствует там истине? Тут сложно говорить о мотивации людей, на самом деле, но есть организации, которые претендуют на статус научности. Российская академия естественных наук, которая позиционируется как академия, самая академичная академия, и которая пытается получить максимум финансирования. Очень многие эти фильмы заказаны именно этой организацией. Ну, здесь это как бы материальная сторона, а другая сторона – это то, о чем говорил когда-то Аристотель, когда он вводил фактически одним из первых определения человека как существа разумного. Он говорил, все люди от природы стремятся к познанию. Почему такие фильмы снимаются? Потому что их будут смотреть. Обычному человеку не очень интересно в действительности смотреть фильмы, где будут рассказывать об особенностях там, химических свойств, очень специфических воды. Но ему интересно будет что-то узнать о воде в рамках околонаучного. Это вот связано с тем вопросом, который мы не раскрыли, взаимодействие между философией и наукой. У нас просто отдельная тема философии. Да, может быть, дойдем до этого, да. Философия мать всех наук, с другой стороны, она вроде и фундамент наук, и крыша наук, и строительная леса наук. Она адаптирует научные данные для контекста общественного, и если мы сейчас смотрим такие фильмы и верим в них, то в значительной степени благодаря тому, что философы плохо работают. У нас, мне кажется, что с конца 20 века можно бросить такое обвинение философам, что они действительно плохо выполняют свои обязанности во многих отношениях, но в частности в этом. Да. Возможно, в дополнение к тому, о чем здесь говорили, я только это правильно понял. Скажите, пожалуйста, вот хотя бы исходя из того, о чем мы сегодня коллективно говорили, кого бы вы назвали тем субъектом, который называет научное знание научным и предлагает его как готовый процесс? Ну, речь идет вот о чем. Кстати говоря, был вопрос уже об этом, мы его как-то не ответили. Речь идет о том, кто, собственно, рассматривает науку как имеющую значение формулы сознания или тип мировоззрения. Если речь идет, например, об арабском мире, и если речь идет о одиночках ученых, то мировоззрение будет, научное мировоззрение будет более или менее индивидуальным. У Авиценны и Пенсина оно есть, у, там, например, Аль-Газали одиночки. Но когда европейской науки я имею в виду. Да, но когда Лидия говорила о социальной силе, она говорила, что с определенного времени, совершенно определенного 17 века, наука становится свойством чего-то вроде коллективного собственника. Ну да, там можно по-настоящему говорить и раньше, в определенном смысле. Раньше, давай чуть позже. Сегодня. Да, сегодня уникальная ситуация, когда общество, в принципе, науку начинает отторгать. Оно замещает его чем угодно и принимает только практическую сторону науки. Мы хотим сейчас, чтобы наука только изменяла действительность для нас, чтобы она порождала новые технологии, но заниматься наукой мы не хотим. Мы хотим верить во что-то другое. Да?
Это общая такая тенденция. И в этом смысле вполне вероятно, наука в будущем опять станет делом одиночек. Но пока она все еще преподается в школах, университетах, она рассматривается не просто даже как свойство социального субъекта, она рассматривается как важнейший ресурс социального развития.